По приглашению Юнусбека Евкурова в Ингушетию с официальным визитом прибыл чрезвычайный полномочный посол государства Катар в стране Фахад Мухаммед Аль-Атия. Он в сопровождении катарских бизнесменов посетил крупнейший на Северном Кавказе агрокомбинат «Сад-гигант Ингушетия». Оптово-распределительный комплекс на 6,5 тысяч тонн фруктов. В этом году «Сад-гигант» планирует увеличить сбор урожая вдвое. Также делегация ознакомилась с инвестиционными проектами в сфере АПК, с продукцией под маркой «Сделано в Ингушетии». Это горный мед, овощи и уникальные изделия из рыбьей кожи, которые уже стали брендом региона. Кроме того, лидер республики провел для представительной делегации экскурсию по мемориалу памяти и славы в Назране. Также гости посетили место строительства крупнейшей в Европе мечети на 8 тысяч молящихся и здание Духовного центра мусульман республики столицы. Уже в резиденции Юнусбека Евкурова прошла двусторонняя протокольная встреча главы Ингушетии и посла Катара. Рад вас искренне видеть на гостеприимной земле Ингушетии, в одном из регионов России, который имеет свою богатую историю. Почти уже 250 лет мы находимся в составе России. И сегодня по многим показателям находимся в лидерах. На протяжении подряд 4 лет мы входим в 20-ку регионов России с успешным развивающимся экономическим и социальным потенциалом. И население 99% мусульмане, более 200 мечетей в республике, почти 60 медресе, исламский институт и исламский университет. И во всех этих вопросах и светские образовательные учреждения, потому что высшего среднетехнического уровня. Во всех вопросах развития исламской сети учреждений руководство страны только помогает. Ежегодно на хадж в Саудовскую Аравию, святые места, паломники с республики уезжают до 1500 до 2000 человек. И вылеты наших паломников, они тоже осуществляются прямо с территории республики. У нас много есть чего предложить государству Катар. Связано это и с агропромышленным комплексом, и другими видами промышленной продукции. Мы с удовольствием можем принять к себе на обучение, подготовку детей по линии военного образования кадетский корпус и светского образования по линии Ингушского государственного университета. Есть и поручения, и указания, в том числе протокольное президента России Владимира Владимировича Путина, о тесном взаимодействии и сотрудничестве во всех сферах с арабскими государствами, в том числе не только Ингушетии, но и всем республикам в России, в котором живет в своем большинстве мусульманское население. И первый ваш визит это в регионах России, это Ингушетия. Для нас это более чем почетно. Я просил бы от себя лично, от народа Ингушетии, передать большой привет при вашем разговоре эмиру Катара. أولا أشكر فخامتكم على الاستضافة الطيبة. Я очень благодарен вам за такой встречи. والكرم الذي أنعمتم به علينا. который я его чувствовал. ونحن باسم دولة قطر أقدم لك تحيات سمو الأمير. Я от имени государства Катар передаю вам самые лучшие приветствия нашего имени. وشعب قطر. И от нашего народа Катара привет. لقيادتكم وللشعب الأنغوشي. Вам лично и ингушскому народу. ونتمنى لكم دوام الصحة. Всегда крепкого здоровья. والرفاه. И самые лучшие пожелания. والتوفيق في كل ما تسعون إليه. И удачи во всех, что вы стремитесь.
كما يعلم فخامتكم فإن سمو الأمير مهتم جدا بتطوير العلاقات مع روسيا. Как вы знаете, наш эмир очень стремится развивать хорошо отношения с Россией, وتطوير العلاقات أيضا مع كافة الجمهوريات а также развивать отношения с регионами России وجمهوريتكم الكريمة. и с вашей, соответственно, республикой. في لقاء المغتضب مع فخامة الرئيس بوتين Короткие встречи с بعد президентом Путиным. بعد تسليم أوراق الاعتماد، من أهم النقاط التي حاولت أن أركز عليها هو بناء الجسور. Один из самых важных моментов, которые я смог обратить внимание, это строительство мосты между нашими народами. ومن أولويات مهمتي أن أكون هنا في ال5 سنوات أو كم سنة. И все мое время, которое я буду здесь, один из важных вопросов, который я считаю для меня приоритет, هو أن أرفع مستوى العلاقات البينية في المجالات الاقتصادية. я хочу развивать отношения во всех областях, особенно в экономическом плане, والمجالات а الثقافية также в культурном والمجالات الاجتماعية и общественном, ومن ثم المجالات السياسية. и потом политическом. لماذا حطيت المجالات السياسية على آخر القائمة؟ Почему я политический поставил последний? لأن بالشراكات في المجال الثقافي Потому что الاجتماعي когда будет الاقتصادي партнерство в области и культурной, и экономической, и общественной, يتحقق التناغم السياسي тогда политика пойдет сама, وليس العكس. не наоборот. فالسنة القادمة هي حتكون سنة ثقافية بين قطر وروسيا. Следующий год, как понимаете, это год культуры между Россией и Катаром. وبالتالي هي سنة مهمة بالنسبة لنا. Это для нас важный год. لماذا؟ Почему? لأن نريد أن نجعل من العالم العربي يفهم روسيا ويعرف روسيا ويتعرف عليها. Мы хотим через нас, чтобы Арабский Восток ознакомился с Россией и понял и ознакомился с ее народом. ويتعرف على الموزايك الجميل، التشكيلة الجميلة للثقافات المتواجدة في и روسيا. познакомиться с разными культурами красивыми, которые живут в России. Национальности, культуры. ونجسر هوة المعرفة. Мы хотим, чтобы не было такого незнания, которое сейчас есть. Хотим это убрать. التي هي سبب لكثير من Потому سوء что الفهم. когда не понимаешь государство, это дает непонимание и дает разногласия. والعكس صحيح. Наоборот, это будет правда.